Дорогие друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на тему нашего круглого стола. Она называется «Здоровая семья, сильный народ». Я себя включу это, с вашего позволения. Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович несколько дней назад в своем послании Федеральному собранию рассказал о тех вызовах и угрозах нашего времени. Но самое главное, он наметил пути, рассказал, показал пути решения этих проблем. Понятно, что основная, самая главная проблемы суверенитета нашего государства решается на полях сражений специальной военной операции, и он заострил внимание, чтобы мы все с вами заботой относились к воинам, которые сегодня защищают Родину, и членам семьи этих воинов специальной военной операции. Но внутренние проблемы, они будут решаться вместе с всем народом. Понятно, сегодня мир меняется экономическая ситуация в стране. Если раньше в экономике доминировала так называемые страны семерки или золотой миллиард, так называемый, да, сегодня это меняется. Сегодня в экономике главенствующие роли принимает роль это страны БРИКС. И в международных отношениях тоже все меняется. Исчезает глобализация, исчезает однополярный мир, мир становится многополярным. Но для России первоочередными задачами является, конечно, обеспечение суверенитета государственного, военного, технологического, экономического суверенитета. Но мы должны еще и обеспечить развитие. И для того, чтобы решать все проблемы, и внутренние, и внешние, нам нужен сильный народ. И Россия всегда столетиями, тысячелетиями славилась своим сильным народом. Сильный народ будет, если у нас будет здоровая семья. И хочу подчеркнуть, что вот понятие «здоровая семья» мы вкладываем в понятие не только физического здоровья каждого члена семьи, но в понятие «здоровая семья» мы включаем и духовное здоровье, и психологическое здоровье, и социальное самочувствие, и материальное положение, ну и, конечно, физическое здоровье каждого члена семьи. Поэтому такой комплексный подход мы с вами должны внедрять в сознание каждого человека, каждой семьи и, самое главное, для управленцев государственных чиновников. Потому что здоровая семья – это комплексное понятие, это не только физическое здоровье. Что такое духовное здоровье? Да? Вот мы уже говорили о том, что многодетная семья сейчас почти становится национальной идеей для нашей страны, поскольку если у нас не будет многодетных семей и количество многодетных семей не будет расти, то вопрос очень простой. Вот по моим представлениям, в Европе через 50 лет в том виде, в котором мы привыкли видеть Европу, его не будет. Там будут другие люди, другие страны. Я так думаю. Но России тоже на самом деле есть такая опасность, но не через 50, но через 100 лет может быть так, что если мы с вами не примем сегодня такие стратегические решения, то у нас тоже может быть другая страна, другие люди. Чтобы этого не произошло, конечно, нам нужно поддерживать многодетные семьи, и многодетная семья должна стать ключевым элементом развития нашей страны. И, конечно, это должны быть высокодуховные семьи, высокодуховные люди, которые воспитывались бы на духовных ценностях веры, надежды и любви. И об этом мы сегодня обязательно поговорим, и специалисты, которые сегодня здесь присутствуют. Кстати, я хочу вам представить, хотя вы ее знаете, вот Мария Михайловна, она руководитель общественной организации «Российская семья», много лет
этой общественной организацией управляет, я думаю, что она тоже очень обрадовалась, когда, так же, как и я, когда президент Путин объявил о годе семьи. Значит, почти одновременно мы опубликовали свои посты в своих телеграм-каналах. Так, да, Мария Михайловна? Она у нас сегодня тоже модератор нашего стола, нашего круглого стола. Второй немаловажный элемент понятия «здоровая семья» – это психологический климат. Семья должна быть для того, чтобы гармоничные отношения в семье были, обязательно должна быть нормальная психологическая обстановка. Если мы упустим этот момент, то понятно, что будет распад семьи. И на основе сложных психологических отношений мы все это знаем и все видим. Но этот вопрос мы с вами тоже должны и в интеллектуальном плане, и в правовом плане, и во всех отношениях должны проработать и специальную работу вести. И, конечно, самый ключевой момент – это физическое здоровье каждого члена семьи. Тут я хотел бы только один аспект затронуть. Конечно, вы знаете, что я являюсь первым заместителем Комитета Государственной Думы по охране здоровья, и вопросы здравоохранения, конечно, они очень разнообразные, очень сложные, но в то же время я хотел бы сказать, что наша республика выступила инициатором создания Арктического медицинского центра. Такой есть мобильный центр мобильной медицины, и она уже в этом году очень активно работает, и это очень хорошо. Мы подаем пример всей стране, всей Арктике, всем северным территориям, как нужно заботиться и как можно решать вопросы оказания медицинской помощи, вопросы организации здравоохранения в сложных, отдаленных населенных пунктах, условиях Арктики. Но это только первый этап, когда проводится диспансеризация, когда даются те или иные направления. Я думаю, что следующим этапом развития этой мобильной медицины должна быть именно концентрация на развитии семейного докторства. Потому что мы знаем, что 40% мужчин не привержены к лечению. И чтобы все члены семьи стремились к тому, чтобы каждый член семьи прожил долгую, здоровую, счастливую жизнь, надо, чтобы, начиная с ребенка, заканчивая главой семьи, заботились об этом. И тут как раз должны прийти наши доктора и в методологическом, и в практическом плане помогать нашим семьям. И после того, как мы отработаем этот механизм в условиях Арктики, естественно, его надо распространить на всю республику и на всю Россию. Потому что семейные доктора у нас на самом деле есть, на самом деле они не являются семейными докторами. Но это факт. Следующее, это, конечно, компонент здоровой семьи, это социальное положение семьи, которое, естественно, включает в себя вопросы образования, вопросы культурного уровня семьи, культурного воспитания семьи. Конечно, тут есть сегодня новое явление, относительно новое явление, как социальные сети. И большинство к социальным сетям относятся, мягко говоря, скептически, потому что есть проблемы, когда дети просто заболевают этими смартфонами, и это отрицательно влияет на их и физическое развитие, и интеллектуальное развитие, и на духовное развитие. Как сделать так, чтобы наоборот все это помогало нам, нашим детям и всем семьям развиваться в нужном, правильном, здоровом направлении. Меня очень радует, что у нас в республике тоже есть разные интернет-группы в социальных сетях, которые, я, по крайней мере, знаю 2 такие социальные группы, которые ведут именно такую работу. И в этом я вижу даже есть следы того, что национальная концепция образования же у нас была. Выпускники этой концепции, они возглавляют этот процесс. Очень интересный, очень здоровый коллектив. Один коллектив, такой, ватсаповская группа по всей республике, Геогаляр называется, подруги, она буквально несколько дней назад отметила свое 10-летие.
Это очень уникальная группа. Я, ну, как бы косвенно знаю эту группу. Есть другая группа. Поэтому вот эту технологию нам с вами надо хорошо изучить и распространять, чтобы они помогали создавать здоровые семьи. Это слово «социальное положение семьи». И, конечно, для каждой семьи, для каждого человека это материальное положение, оно очень важно, и материальное благополучие семей – это ключевой фактор здоровой семьи. И, к сожалению, сегодня за чертой бедности, как президент Путин сам сказал, 30% многодетных семей, к сожалению, находятся за чертой бедности. И у нас в республике принята программа борьбы с бедностью, и поставлена на первом этапе задача, чтобы 2 раза сократить эту бедность. И это очень интересно, очень хорошая работа. Будет продолжена, и она будет обязательно иметь успех. Я так думаю, так. И в этом аспекте я бы хотел сказать 2 слова про экономическую идеологию. Экономическая идеология, значит, вот у нас такой термин даже очень редко звучит. Мы экономику рассматриваем как производство. Вот в советское время рассматривали как производство стали, там сколько-то произвели, чего-то произвели. Сегодня говорят, сколько-то тонн мы произвели угля, сколько-то тонн золота и так далее. Да? Сколько-то инвестиций привлекли. А вот как это влияет на благосостояние каждого якутянина, да? Тут мы с вами очень мало говорим. Или там никак не можем связать. Вот если бы мы немножко изменили экономическую идеологию, то есть взгляд на экономику, и у меня есть тут методологический подход, про который я уже давно говорю, это вот мы экономику должны рассматривать как трехуровневая экономика. Семейная экономика, понятно, муниципальная экономика, ну и региональная экономика. Семейная экономика – это абсолютно понятно. И второе, вот когда говорят про инфляцию, когда мы говорим про экономику, вот инфляцию сдерживаем, вот инфляция столько-то, когда снижается инфляция, глава семьи, конечно, радуется, потому что цены не будут расти, вот будет стабильность. Вот когда говорят про бюджет, говорят, вот у нас только-то дефицит бюджета, у нас сколько-то там, значит, не хватает денег и так далее. Тогда глава муниципалитета обязательно думает, опять не будет денег на дороги, не будет денег на ремонт школы, детских садов и так далее. Да? То есть, а вот региональная экономика, когда мы говорим про золотарей, про угольщиков, про алмазников, мы говорим, да, они хорошо трудятся. А вот как их труд отражается на благосостоянии на каждой семьи, каждого муниципалитета, вот мы могли бы это очень четко связывать, если бы у нас была экономическая идеология, которая вот на 3 уровнях рассматривала бы, значит, экономику в целом. Вот такие у нас есть, если можно так сказать, инновационные подходы к пониманию сильного народа, здоровой семьи. И мы сегодня хотим поговорить именно про это. И по итогам нашего круглого стола мы обязательно сделаем резолюцию. Проект резолюции я вам, значит, раздал. Естественно, мы эти резолюции доведем до главы республики. Он в курсе. Я с ним от проведения сегодняшнего круглого стола согласовал. Поэтому у нас сегодня присутствуют представители министерств и ведомств. Значит, и прошу, чтобы каждый участник нашего круглого стола, он бы предлагал свои замечания и предложения к этим рекомендациям, поскольку это будет уже лежать на столе у главы и у членов правительства нашей республики и, конечно, депутатов Государственного собрания Иль-Тюмень.